Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Предприятие «Атомфлот» планирует заключить с Балтийским заводом контракт на строительство 3-го и 4-го серийных атомных ледоколов типа «Арктика» за 100 миллиардов рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Е мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов и с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай выступил против причисления его к валютным манипуляторам. Новое обострение торговой войны между США и Китаем. Вашингтон обвиняет азиатскую страну в манипулировании валютой. Пекин отвечает, Штаты угрожают международным нормам. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Елена Островская. Китай категорически против причисления его к валютным манипуляторам, заявил во вторник Центробанк страны. Поводом для реакции Пекина стало обвинение Вашингтона, опубликованное накануне. Поздно вечером в понедельник Министерство финансов США объявило, что впервые с 1994 года пришло к выводу – Китай манипулирует своей валютой. Ранее с аналогичным заявлением в Твиттере выступил президент Дональд Трамп. Это произошло после того, как Пекин позволил юаню упасть до минимума более чем за 10 лет, до 7 за доллар, на фоне обещания США ввести пошлины на еще не обложенные ими товары из КНР. Глава Народного банка Китая ответил, что Пекин не намерен использовать юань в торговом споре с крупнейшей экономикой мира, а ослабление валюты продиктовано ситуацией на рынке, утверждают в азиатской стране. Внесение КНР в список государств, манипулирующих валютой, серьезно вредит международному порядку, говорится в заявлении Народного банка Китая. Впрочем, работники финансового сектора КНР большой обеспокоенности в связи с падением национальной валюты не выразили. Курс меняется туда и обратно. Ожидания бывают выше или ниже. Думаю, это нормально. Главный аналитик по валютным рынкам китайского подразделения финансового конгломерата BNP Paribas Тян Хэ Цзи скептически относится к обвинениям США в отношении Китая. На самом деле, я думаю, все зависит от того, как ты определяешь манипуляцию. Мне кажется, это выглядит как действие, которое США не одобряют, считают не лучшим поведением. Но на самом деле рынок может также укреплять или ослаблять доллар. Все зависит от точки зрения. Результатом нового обострения торговой войны между США и Китаем стало резкое падение американских, европейских и азиатских биржевых индексов, а цены на золото взлетели до 6-летнего максимума. Якутия вошла в список регионов, которые получат субсидии на разработку и распространение в системе среднего профобразования новых обучающих технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках национального проекта «Образование». Основной целью работы центров опережающей профессиональной подготовки станет обеспечение потребностей Якутии и в рабочих кадрах. Отмечается, что центр будет работать по 3 основным направлениям: прогнозирование потребностей рынка труда, разработка коротких обучающих программ и профориентация с охватом всех категорий граждан. Также в Дальнем Востоке субсидии на создание центров опережающей подготовки получат Забайкальский край и Бурятия. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создаст на своей базе единое окно по работе с международными банками развития. Это позволит снизить барьеры для инвесторов. Напомним, директор 3-го отдела Департамента финансирования проектов нефти и газа Японского банка международного сотрудничества Ката Манабу говорил, что изменения в бюджетном законодательстве дадут возможность банку напрямую финансировать инфраструктурные проекты в Якутии. По мнению японской стороны, потенциал сотрудничества с Якутией очень высок. Но для реализации инвестпроектов иностранный банк вынужден финансировать эти проекты через другие банковские структуры, а это сказывается на увеличении стоимости самого проекта. Алмазодобывающая компания «Алроса» трудоустроила 690 якутян по программе «Местные кадры в промышленность». Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 10 человек. За счет средств компании также были организованы стажировки для 4 молодых специалистов. Заключены договоры о целевом обучении с 10 студентами СФУ. В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» «Алроса» также участвует в выездных ярмарках вакансий. Помимо этого, в компанию успешно внедряется проект «Аргыс». Он предназначен для сотрудников
сотрудников компании, трудоустроенных из районов республики. Цель проекта – ускоренная социокультурная адаптация на производственных площадках. В Турцию прямиком из Якутска. Генеральный директор аэропорта Якутск Сергей Игнатенко обсудил с представителями авиакомпании Turkish Airlines возможность создания прямого рейса Якутск-Анталия. Также стороны обсудили вопрос о создании рейсов с пересадкой в Екатеринбурге или в других российских городах. Представители Turkish Airlines оценили перспективы якутского направления и допустили, что турецкая авиакомпания может стать первой в истории Якутии иностранной компанией, внесшей большой вклад в развитие воздушного сообщения. Это были новости экономики. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.